есть будет все превосходить, да? Засыпаться уже новым свежим. Сравнить экологическую обстановку в республике. На бумаге и в жизни собрались участники Общероссийского народного фронта. На выполнение нацпроектов государство выделяет большие средства, и задача фронта проконтролировать их целевое и рациональное использование. Да, конечно, там же еще самое сложное, вот частный сектор, там же очень сложно. Руководитель Минприроды региона наглядно показывает все положительные и отрицательные стороны. По словам Магомеда Бабхоева, все незаконные свалки и полигоны планируют полностью рекультивировать к 2023 году. Руководитель исполкома ОНФ дает хорошую оценку инициативе и проводимой работе коллег по решению целого ряда экопроблем. Посмотрели сегодня пруд городской в Назаране, который также по национальному проекту предполагается привести в порядок, сделать дноуглубительные работы, очистить воду, привести все это в порядок. Это две хорошие экологические инициативы, которые сегодня в республике реализуются. Попутно мы, конечно, обсуждаем все, что связано с работой регионального оператора, как будет, собственно, какие планы по улучшению ситуации с обращением отходов, с установлением тарифа для граждан. Очевидно, что тариф вырастет, но должно серьезно увеличиться. То есть он уже увеличился с работы рекоператора, но должно сильно измениться качество обращения с отходами. Это большая задача для республики, которая вот сегодня делается. Но общественники, которые состоят в Общероссийском народном фронте, будут осуществлять контроль этих мероприятий, чтобы все это происходило в соответствии с здравым смыслом и с тем, как люди должны чувствовать качественные изменения. Еще одна цель приезда – избрание на следующие 5 лет нового состава республиканского штаба ОНФ. В него войдут представители общественных, научных, производственных организаций и СМИ. Сегодня Общероссийский народный фронт по поручению президента занимается контролем мусорной реформы и все, что связано с национальным проектом «Экология». Поэтому сегодня мы вместе с министром экологии республики посмотрели большой, скажем так, проблемный полигон мусорный в Абрузеевском районе города Назарань, который по национальному проекту в этом году начнет рекультивироваться. Ликвидировать несанкционированные свалки на 2020 год из федерального бюджета 30 субъектам планируют выделить средства в размере 10,5 миллиардов рублей. Народный фронт показал большой опыт контроля и успех в реализации задач, поставленных президентом. За прошедшие годы под его пристальным вниманием были строительство дорог, экологические проблемы, незаконные свалки и множество других проблем. Лариса Дударова, Джамалил Тамасханов, Новости 24.